Вы много лет возглавляли Федерацию стрельбы из лука в нашем округе. Вы в курсе всех дел. Для таких людей, как я, которые мало интересуются спортом, разъясните, в каком этапе мы находимся от развития стрельбы из лука на сегодняшний день. Наверное, нужно подчеркнуть, что Федерация стрельбы из лука Забайкальского края, которую я возглавляю 2017 года, является одним из ведущих на территории Забайкальского края. Буквально в декабре каждый год Министерство спорта Забайкальского края проводит конкурс среди общественных спортивных организаций. И за последние несколько лет мы постоянно занимаем первое место. Это, конечно же, благодаря поддержке органов государственной, муниципальной власти, в частности губернатора Осипова Александра Михайловича. Большую поддержку оказывает нам наш сенатор Павел Бесланович Жамсуев, Министерство спорта, администрация Агинского бурятского округа. И, конечно же, это результаты наших тренеров, спортсменов, которые в ежедневном режиме оттачивают свое мастерство. И пример последний. Впервые в Москве в прошлом году, в августе месяце, проходила всероссийская спартакиада сильнейших лучников нашей страны, где наши спортсмены заняли первое общекомандное место. И то, что результатом многих десятилетий последних, наверное, итогом, одним из этапов итога является то, что чемпионат России в этом году основной пройдет у нас в окружном центре с 4 по 9 июля на центральном стадионе поселка Агинское. Также необходимо сказать, есть, конечно, у каждой федерации свои проблемы, у нас есть. В двух словах можно сказать, это, конечно же, наверное, недостаточное количество тех залов спортивных, помещений, где бы наши дети, спортсмены могли заниматься. Ведь не секрет, что многие в Агинском, Чите занимаются в подвальных, приспособленных помещениях. Несмотря на это, наши спортсмены, тренеры добиваются больших успехов, которые на слуху. За последние только 4 Олимпиады в копилку нашей страны только спортсмены, лучники Забайкальского края принесли медали самых престижных соревнований. Это бронзовая медаль в личном зачете Баира Баденова в Пекине, 2 золотые медали Паралимпийских игр Тимура Тучинова в 2012 году в Лондоне. Впервые сборная России завоевала серебряную медаль в командном зачете в Бразилии в 2016 году, в составе которого выступала наша землячка Туяна Дашдаржиева. Последний успех – это Олимпийские игры в Токио, где наш спортсмен с города Читы Кирилл Смирнов завоевал золотую медаль в смешанном паре. Я даже не говорю про призеров чемпионатов мира, Европы, Кубков мира. Наверное, стрельба из лука является в крови наших земляков. Я даже один случай могу сказать, когда одна девушка с Могойского района буквально начала заниматься стрельбой из лука и за полгода выполнила норматив мастера спорта России. Значит, все это у нас в крови все-таки. Да. Или же это началось во времена автономии, все это начало брать хорошие результаты уже, и развитие получило? Несколько факторов. Первое – это непосредственно на генном уровне, раз. Потому что стрельба из лука все-таки началась еще с наших прадедов, потому что все стреляли по национальным видам, сейчас так правилом называется из здорового лука.
А по большому счету нужно сказать, отечественная стрельба из лука в Советском Союзе началась с 1957 года. С участием. С участием наших 5 земляков, которые поехали на Всемирную, тогда проводилась Всемирный фестиваль молодежи и студентов в городе Москве, и они просто удивили всех участников, гостей, показав профессиональный уровень из простого нашего рогового лука, попадали в власти. И с этого момента, можно сказать, началась история советского стрельбы из лука. В книге эти случаи описаны? Да, все там прописано, тем более накануне чемпионата России будет повторное издание отличной книги, автором которого является наш земляк Саяна Гармаевна. Мы издали его, называется «Звенящая песень стрелы», где все потом написано. Ну и я думаю, конечно, третий фактор – это Забайкальская школа стрельбы из лука, которую все знают не только в России, но и на международном уровне, что подразумевается очень большую работу наших тренеров. Нужно им сказать большое спасибо, тем более у нас очень много, 18 тренеров, заслуженных Советского Союза, РСФСР, Российской Федерации. Поэтому мы должны этим гордиться и дальше развивать, наверное, этот вид спорта, который нам, наверное, Богом дано.